Якутия – таинственный и холодный край, широко известный своими полезными ископаемыми – алмазами, нефтью, газом и золотом. По размеру территория Якутии превосходит Аргентину, 8-е государство в мире, по площади также почти вдвое превышает площадь Монголии. Население республики – 1 миллион 1664 человека, что делает плотность населения в ней одной из самых низких в России. Меньшую плотность имеют только Чукотские и Ненецкие автономные округа и Магаданская область. Является также одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении. Здесь расположен полюс холода северного полушария. Более 40% территории Якутии находится за северным полярным кругом. К территории Якутии относятся Новосибирские, Большой и Малый Бегичевы, Медвежьи острова. К заполярным районам относится и Устьянский район, место, где находится одно из самых больших месторождений золота в мире – Кючус. Кючус для нас важный проект. На сегодняшний день идет его плановое освоение. На данный момент мы реализовали геологоразведку, получили запасы 175 тонн. Сейчас числится у нас в оперативном подсчете, мы поставим их на учет. Соответственно, сделали и технологическое картирование, и инженерные исследования. На сегодняшний день ведется технологическое исследование для того, чтобы понять принцип и способ извлечения золота. Месторождение расположено в нижнем течении реки Кючус, левого притока реки Яна. Является вторым по величине месторождением в республике Саха, после Нежданинского, незначительно уступая ему по запасам. Геологический тип месторождения – золото мышьяково-сульфидный, то есть с повышенным содержанием мышьяка и антимонита при высоком содержании ртути – до 13%. Но, зная проблемы Якутии, отсутствие транспортной инфраструктуры, энергосбережения, компания «Селикдар» заключает договор с Росатомом, которая готова поставить атомную мини-станцию пилотного проекта на 35 мегаватт, которая обеспечит энергоснабжением не только этот проект, но и расположенные рядом месторождения, а также населенные пункты, которые испытывают проблему с энергоснабжением. Власти Якутии одобрили размещение АЭС малой мощности в Устьянском улусе, что позволит снизить стоимость электроэнергии для жителей района в 2 раза и обеспечит мощностями месторождения Кючус запасами и ресурсами порядка 200 тонн золота. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Якутии. Ранее глава республики Айсен Николаев отмечал, что атомная станция малой мощности даст качественный толчок развитию арктических районов Якутии, простимулирует развитие промышленности в Устьянском улусе и повысит уровень жизни местных жителей. В 90-х годах, конечно, поселок стал затухать. Люди стали уезжать, очень мало людей стало сюда приезжать. И на данный момент у нас осталось всего 600 человек в Койге. Сейчас, конечно, вся надежда у нас, вся надежда на новое возрождение Усть-Куйги. О том, что Куйга снова будет, как раньше. Они говорили по центральному телевидению о строительстве ГОКа, о строительстве дороги на Депутатск. Куйга гремела. Она всю жизнь была перевалочной базой. Я была уверена всю жизнь, что Куйга никогда не закроется. Потому что это перекресток всех дорог. Здесь река, здесь все. Депутатск, Селенях, Казачье, Хаир. Все проходят мимо Куйги. Мимо Куйги проехать нельзя. Поэтому, наверное, сохранился аэропорт в Усть-Куйге. Наверное, больше ни в одном районе нет 2 аэропортов. Депутатский и Усть-Куйга. Депутатск половина времени закрыт. У нас в Куйге очень хороший аэропорт. Выбрано очень хорошее место у аэропорта. Он 360 дней в году всегда открыт. Здесь Ленское речное пароходство, ЛОРП, здесь развитие. И мы очень надеемся на то, что с приходом новых технологий в Куйгу, с приездом новых людей, жизнь в Куйге, конечно, возродится. И снова будут дети, снова будет много детей, снова будет школа большая, детский сад, как раньше. А дед у меня приехал еще поселок Северный. Вы, наверное, проезжали, может, это видели. У меня дед еще начинал строить, он еще в палатках жил. Он еще первоначально, как сказать, фундамент ставил этого поселка. Я уже, получается, как коренной уже, мне, через поколение, получается, шло. Дед сначала начинал,
потом отца вызвал, а отец уже меня привез. Ну, и вот так вот я вот и работаю это. Затянуло. Север затягивает людей. Природа, жизнь, люди здесь проще, чем в городах. Вот так вот и затянуло, живу. У меня вот уже и семья, 5 детей. Дети взрослые, конечно, там сейчас в Якутск, ну, стараются. Ну, все, вот молодежь, да, вот правильно сказал, молодежь старается отсюда, конечно, здесь что им пока. Жизнь другая была немножко. Люди разбегались, ну, сами, ну, все знают, как 90-е годы, все это, разруха пошла, люди начали, конечно, все это, разбегаться. Сейчас больше уже, как сказать, выживают, чем. Это не та жизнь стала, как раньше, конечно. Надеемся, конечно, что север будет развиваться, тем более крайний. Тем более сейчас участки начали все что-то разрабатывать. Сейчас уже и атомную станцию здесь строят. Значит, ну, надеемся, будет что-то. Конечно, все надеются, все. Все местные, конечно, ну и разговоров очень много, все идет, что на улучшение. Ну и мы тоже думаем, что будет все-таки. Жизнь пойдет к лучшему. Я приехала сюда 22 года назад учителем в среднюю школу. Ну и сейчас работаю главой второй срок подряд. В 2002 году было, наверное, точно так же. Люди массово с середины 90-х годов начали выезжать с севера. Но сейчас с приходом Росатома в 2019 году у нас появилась хотя бы надежда, что что-то будет, начнутся изменения к лучшему. На сегодняшний день начали возвращаться выпускники, работать сюда. Вот не далее, наверное, на прошлой неделе возвратился из армии молодой человек, который закончил училище гражданской авиации в Якутске, возвратился в аэропорт работать. Второй приезжает, который тоже закончил там же гражданскую авиацию. Ну, то есть, я так понимаю, что молодые люди очень четко чувствуют время, веяние времени, и они возвращаются там, где становится лучше, родные пенаты. Ну, наверное, из тех проблем очень много, на Крайнем Севере особенно, учитывая сложную логистическую схему, но очень хотелось бы, чтобы предприятия, которые заходят, я понимаю, что промышленность, предприятия крупные, которые заходят, а это всегда развитие. То есть, если у нас будет сельское хозяйство только, развития не будет. Нам нужны промышленники, нам нужны деньги для развития. Очень хотелось бы такое, наверное, пожелание крупным промышленникам, чтобы участвовали в социально-экономическом развитии поселка. На сегодняшний день остро стоит вопрос с жилищным фондом, с квартирами. Возможно, что что-то будет Росатомом запланировано, какой-то жилой квартал, в который мы своих жителей тоже переселим. Я думаю, что сейчас начнут приезжать, начнет увеличиваться количество населения. Если говорить о местном населении, о традициях и укладе жизни, то в прошлом году в Устьянском районе мы провели исследование этнологической среды, установили перечень родовых общин, виды деятельности этой территории. И, соответственно, местное население хорошо отреагировало на новый этап освоения кючуса. Каких-то возражений по поводу начала работ в ходе опросов и бесед представительных сообществ мы не получили. По словам главы Якутии, один из важнейших вопросов для освоения золоторудного месторождения Кючус – создание инфраструктуры. Месторождение занимает второе место в минерально-сырьевой базе республики по запасам рудного золота – 175 тонн. Расположено на границе Устьянского и Верхоянского районов. Это самый крупный инвестпроект горнодобывающей отрасли в арктической зоне Якутии. Довольно сложный проект. Для того, чтобы реализовать данные технологии, мы привлекли специалистов как и в России, так и зарубежные специалисты участвуют. Это чилийская компания, имеет опыт и реализацию данных проектов, и китайская компания, которая занимается исследованием, тоже производит оборудование для данных проектов. Но в данном моменте мы считаем, что мы подходим к решению этого вопроса и думаю, что в ближайшее время мы уже озвучим окончательное технологическое решение, которое позволит нам оценить данное месторождение и получить результат.
Селикдар и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС завершили проведение исследований, в результате которых был найден способ улучшения показателей извлечения золота и золотосульфатной руды месторождения Кючуз. Сквозное извлечение золота в сульфидный концентрат, полученный из первичных руд, выше на 5-7% с учетом оптимизации ряда других ключевых технологических параметров. Проведенные совместные исследования помогли разработать уникальный способ удаления сурьмы из арсенопиритового концентрата. Технология относится к области флотационного обогащения золотосульфидных руд, содержащих основной ценный компонент – золото. Схема предполагает частично коллективно-селективную флотацию с удалением сурьмы и углеродистого вещества, мешающей дальнейшей переработке концентрата в отдельные продукты. Найденный способ по результатам исследования, которое проводилось в сентябре 2023 года по апрель 2024 на базе МИСИС, может стать одним из возможных технологических решений для переработки упорной первичной руды месторождения Кючуз. Материалом стали пробы, которые были отобраны в рамках проведенных в 2023 году геолого-разведочных работ, в ходе которых было пробурено более 110 тысяч погонных метров. В настоящее время Селикдар совместно с НИТУ МИСИС подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Роспатент на патент технологии селективной флотации стибнита и золотосульфидных руд. Мы с вами сейчас находимся в самом сердце Кючузского месторождения. Вот это вот антимонит, вот это кварц, это его крапленность кварца. История Кючузского месторождения начиналась в далеком 1963 году вот с этих мест, из этих обрывов по правому борту реки Кючуз, когда геологи Якутской поисково-съемочной экспедиции, начальником партии был у них Яскелянин, главным геологом был Архипов Юрий Васильевич и техник-геолог Голоков. Вот когда они сделали первый рекогносцировочный маршрут вдоль Кючузского обрыва и обнаружили здесь выходы кварц-антимонитовых жил, из которых были отобраны пробы штуфные, и анализом пробирным в якутской лаборатории были определены содержание золота от 1 до 56 граммов на тонну. Кроме золота здесь было определено наличие сурьмы до 10% и ртути до 1%. И вот с этого момента рудная точка, Кючузское рудопроявление появилась на геологических картах. Впоследствии уже начались поисковые работы, когда на поверхности, вот на той террасе, проходились канавы. Канавами скрывались выходы этих рудных тел, опробовались. Но новый интерес к Кючузу проявился уже в конце 60-х, начале 70-х годов, когда в Якутии были открыты крупные золото-сурьмяные месторождения. В начале 66-го года было открыто месторождение Сарылах в Аймяконском районе, а в 69-м году было открыто месторождение Синтычан в Верхоянском районе. Вот эти два крупных золото-сурьмяных месторождения с богатыми золото-сурьмяными рудами, они вызвали интерес к изучению Кючузского месторождения, и в 1971 году здесь были проведены поисковые работы нашей Янской геологоразведочной экспедиции с проходкой канав. И, к сожалению, эти работы они не дали однозначного ответа на наличие масштабного орудийнения, и работы были отложены. И потом они были уже возобновлены в 1981 году, когда ваш покорный слуга написал проект на производство детальных поисковых работ на Нижнекючузском рудопроявлении. Тогда это месторождение так называлось, Нижнекючузское рудопроявление. И по этому проекту были пробурены 3 профиля скважин колонкового бурения. Они все были пробурены там наверху, через 160 метров. Было пробурено в общей сложности 2725 погонных метров.
Были вскрыты 5 рудных тел мощностью 5, 10, 15 метров с содержаниями золота 5, 10, 15 грамм на тонну. И вот первая оценка месторождения тогда по этим результатам бурения была 28 тонн золота. И вот уже тогда с 1983 года непрерывно пошли здесь вестись работы. Вначале поисково-оценочные работы, потом предварительная разведка первой очереди. И в 1996 году наша Янская геологоразведочная экспедиция завершила цикл работ с подсчетом запасов. Было подсчитано в общей сложности 135 тонн золота со средним содержанием почти 10 граммов на тонну. Месторождение Кючус, которое сегодня вкупе строится вместе с атомной электростанцией, это приходит совершенно другая энергетика, да, это даются совершенно другие возможности для этой территории. Территория промышленного кластера вокруг золоторудного месторождения Кючус. Проект Селигдара в Якутии может получить статус территории опережающего развития. С предложением о необходимости распространить режим ТОР выступил министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков по итогам совещания в Якутске. В частности, режим ТОР предлагается распространить на месторождение Кючус, Терехтях, Янолово, территорию поселков Усть-Куйга и Депутатский. Современная история Кючуса началась в октябре 2021 года, когда компания «Селигдар» на аукционе в Роснедра выиграла право пользования этим месторождением кючусским. За короткий срок, 2022-2023 год, были проведены геологоразведочные работы, пробурено в общей сложности 110 тысяч погонных метров скважин, сделана разведка зоны главной на протяжении 3,5 километров по простиранию и до глубины 600-700 километров. Отдельными скважинами глубокими до 900 метров подтверждено наличие орудийнений и на глубоких горизонтах. В процессе геологоразведочных работ отобраны были технологические пробы, и в настоящее время в разных лабораториях страны ведутся технологические исследования с целью разработки регламента по извлечению золота из кючусских руд. Они по своему составу очень упорные. В настоящее время завершаются работы по подготовке технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций, отчета с подсчетом запасов и разработки технологического регламента. И по нашим планам в 2025 году мы должны представить отчет с подсчетом запасов в Государственную комиссию по запасам Российской Федерации и поставить эти запасы на государственный баланс Российской Федерации, после чего группа компаний «Селигдар» приступит к разработке технического проекта по подготовке месторождения к освоению. Параллельно с разведкой и подготовкой месторождения к освоению для обеспечения месторождения электроэнергии в поселке Усть-Куйга строится атомная электростанция. И вот эти два проекта, они синхронизированы и должны в 2030 году уже запустить ГОК на Кючусском месторождении. Инвестиционным планом по созданию кластера предусматривается строительство атомной станции малой мощности в районе поселка Усть-Куйга Устьянского района. К настоящему моменту Росатом уже принял все необходимые решения по строительству. Объект заместит действующие дизельные электростанции и угольные котельные в населенных пунктах, обеспечит бесперебойную работу промышленных производств. Вместе с тем, по словам Чекункова, новая инфраструктура позволит начать геологические изыскания по олову, золоторудным и угольным месторождениям. Также в рамках создания энергетической инфраструктуры планируется построить 5 подстанций и 5 воздушных линий электропередач от атомной станции малой мощности до месторождений Кючус, Терехтях, Депутатского и поселков Усть-Куйга и Депутатский. Также в планах строительство подъездных путей от железнодорожной станции Нижний Бестях до грузового терминала, реконструкция речных портов Нижнеянск и Усть-Куйга, строительство автомобильных дорог. Также в рамках масштабного проекта необходимо создать объекты бесперебойной связи. Так запланировано строительство волоконно-оптической линии связи до Устьянского района и реконструкция вышек сотовой связи. Общий объем инвестиций в проекты освоения месторождения, а также на создание атомной станции и объектов инфраструктуры составит 235 миллиардов рублей.
После начала производственного процесса Селигдар планирует осуществлять поставки продукции через морской порт Найба, который станет частью программы развития Северного морского пути. Компания планирует провести реконструкцию причальной стенки порта и построить складские помещения для хранения грузов в межсезонье. Как я уже сказал ранее, это мощный импульс для развития инфраструктуры на севере Якутии. Во-первых, это все-таки позволит создать высокооплачиваемые рабочие места в данном регионе. В целом холдинг Селигдар уровень зарплаты имеет выше в 2 раза, чем в данных регионах. Соответственно, это позволит привлечь население, соответственно, специалистов данного района. Мы уделяем особое внимание вопросам экологии и ответственны в этом. В конце прошлого года мы приняли обновленную стратегию Селигдара до 30 года, которая предполагает соответствие самым строгим требованиям регламента, а также формирует и наши отношения и работу к тем местам, где мы осуществляем свою деятельность. Производственный участок компании Селигдара вмещает в себя порядка 80-100 человек. Но на данный момент сейчас у нас здесь находится порядка 12-15 человек, из них 3 человека подрядчик на обслуживание работы, остальные наши люди, которые занимаются керном. Комфортабельные вагоны с душем, есть бани 2 с саунами, столовая, боксы с 2 единицами техники, кран и бортовой КАМАЗ, который мы поставили водовозку, вывозит воду. В текущем году Селигдар планирует завершить геолого-разведочные работы на месторождении Кючус и приступить к строительству горнообогатительного комбината в 2028 году. Предполагается, что на мощность до 10 тонн товарного золота предприятие выйдет в 2030 году. Сейчас мы находимся в кернохранилище, в котором хранится керн из пробуренных 110 тысяч метров скважин. Керн – это вот столбик породы, который извлекается из скважины. Затем он пилится вдоль. И из этой половины проводятся все различные виды анализов для определения содержания золота. А оставшиеся половинки хранятся здесь. В процессе работы требуется дополнительный отбор материала, который как раз и отбирается вот из этих половинок. Вот сейчас возникла такая ситуация, что нужен дополнительный материал для исследований. Вот чем мы сейчас и занимаемся. То есть выбираем нужные интервалы вот из этих ящиков, складируем их, и потом они будут отправляться в Алдан для дальнейших исследований. Мы находимся в постоянном контакте с командой Арсения Сергеевича Николаева. По сути, ведется совместная работа, которая позволит в дальнейшем реализовать данный проект и улучшить инвестиционную привлекательность данного региона. Сейчас на государственном уровне разрабатывается масштабный проект формирования арктического кластера на Северной Якутии. Рассматривается ряд инициатив, включая строительство глубоководного порта Найба мощностью 30 миллионов тонн грузов в год, и дорога Найба-Усть-Куйга. Селигдар, в свою очередь, мы сегодня ведем работы по проектированию автодороги Усть-Куйга-Кючус. Планируем, что в следующем году приступим к земляным работам, соответственно, эта дорога у нас появится. Что касается будущего компании, мы видим, конечно, вопрос роста компании в том, что все-таки это освоение новых технологий, новых проектов. Соответственно, это необходимо для того, чтобы все-таки компания двигалась, имела перспективу и имела ресурс. Чтобы реализовать данные проекты будущего, конечно, требуются и новые подходы, новые технологические исследования, новые ресурсы. Что касается нашего будущего, мы для себя определили наши стратегии развития. Это 30-й год, добыча 20 тонн золота. Это на сегодняшний день наша среднесрочная программа. Конечно, мы рассчитываем на привлечение и развитие других проектов. Я думаю, что Селигдар это может и умеет делать, и, соответственно, будущее этим определено. Селигдар уверенно входит в число компаний, возрождающих российскую Арктику. Это крупные предприятия меняют к лучшему жизнь не только местного населения, но и всей России. Селигдар – это будущее страны в процветающей Арктике.